В 2016 году всех патентообладателей Молдовы всполошила новость о том, что работать по патенту будет невозможно. Это перелилось в массовые протесты в Кишиневе и недовольство на рынках всей страны. Вследствие этого правительством было принято решение разрешить работу по патентам до 2018 года. Вместе с этим у продавцов рынка появилась другая проблема. Их могут обязать использовать контрольно-кассовые аппараты. Потребители к такой идее отнеслись положительно. По их мнению, это позволит покупателю избежать процессов доказывания при попытке вернуть некачественный товар. Чтобы, если взять товар и некачественный, чтобы можно было вернуть обратно или как-то пробить. Без чека как защитишь, а тут имеешь чек, конечно. Тут если товар испорченный или что. Значит, кассовый аппарат несет да. Думаю, да. Бывает, я взял ведро, она пошел домой 2 раза уже получается. И пробито, и стараюсь, уже заклеили. Там я деньги платил, и не очень хорошие деньги. Торгующие утверждают, что они не нарушают права потребителей. При необходимости любой покупатель может вернуть товар, либо его обменять. Причем этот процесс не ограничивается никакими временными рамками. Они глубоко ошибаются, и они неправду говорят. Возвращают все подряд, вплоть до нижнего белья. Человек купил и не подходит, он приходит, мы ему делаем обмен. Или же возвращаем. Я лично возвращаю. Все возвращают. Все возвращают. Я не знаю, где покупатель жалуется, что мы не возвращаем. Мы всем возвращаем. Если человеку не подошла эта вещь, как я его оставлю у нее, что она будет делать с ним? Естественно, я его принимаю, возвращаю деньги или же предлагаю, вот, пожалуйста, ассортимент, выбирайте любую вещь на эту сумму. Продавцы выражают несогласие и считают, что кассовые аппараты предназначены для помещений, имеющих наибольшую площадь, а метраж торговых контейнеров на рынке этим стандартам никак не соответствует. Во-первых, квадратура не позволяет. Это если взять по закону, если взять. То есть у нас здесь 5 квадратов, нереально. Если в магазинах уже от 15 квадратов, там, да, естественно, в супермаркетах. Налоговые приходили, они нам предлагали, что мне даст этот кассовый аппарат, если вот я сегодня еще даже не открыла рынок. Кому-то сделать выручку на эти кассовые аппараты? Кассовые аппараты, может быть, в магазинах, а на базаре. Что это? Продавцы рынков недовольны возможностью введения кассового аппарата, ведь его даже негде разместить. Кроме того, они недоумевают, почему все должны платить налоги одинаково, если размещение их торговых мест везде разное. Посмотрите, этот ряд, он рабочий, вот этот ряд рабочий, на этот ряд там закрыт ход, здесь только мы 2 человека. Есть эта разница, где центральный и где наш ряд? Есть разница или нету? По-моему, есть разница. А всем одинаково платим. Так или иначе, у потребителей свое мнение. Они считают, что налоги у патентообладателей должны быть более высокие, с чем категорически не согласны сами продавцы. Сейчас у нас очень мало работающих, которые платят налоги, и мы, пенсионеры, нам неоткуда добавлять. И у правительства нет денег, чтобы добавить пенсионерам и индексировать побольше. Я считаю, что это правильно будет. Но ведь работающие на базаре, торгующие, они тоже платят налоги? Они платят налоги на минимальные налоги. Налоги мы платим нормальные. Мы платим 180 лей патент каждый месяц, аренду земли, потому что это не наше, и медицинский полис. То есть мы довольно-таки нормально платим. Те, кто не знает этого, вот пусть придут на рынок и поработают хотя бы 1 день здесь и посмотрят, как на самом деле здесь работается. У нас, во-первых, торговли нету. Во-вторых, здесь дождь, как я сказала уже. Уже калькулятор здесь не стоит, ломается. А куда там этот? И куда мы включим ее, во-первых? Пусть они поработают здесь, на базаре, померзнут и заработают, чтобы на зиму платить за газ и услуги, и тогда они будут по-другому говорить. Если бы они хотя бы здесь 1 день постояли бы и посмотрели, какая торговля на самом деле, то они бы утверждали совсем другое. Окончательного решения об обязательном использовании кассовых аппаратов правительством пока не принято, а обстановка тем временем накаляется все сильнее. Патентообладателей, работающих в Молдове, насчитывается около 19 тысяч. 60% из них работают в сфере торговли.